Нормально. А не это... Ветерок-то был, да поднимал. Я первый раз-то удачно остановился. Здесь прямо начало. Потом до туда его подняло, перестало в курение этого окуня. Сюда приехал, встал опять. А, вот тут глубина, а там мелко было. Ну вот я говорю, и пришлось ждать мне около, не знаю, минут 15, наверное, не клевало. Потом потихоньку успокоились, подошли. И пошла каждый заброс. Звоню, ты недоступен, блин. Потом смотрю, сигнал пришел до зоны, ну так и понял уже в избушке, наверное, думаю. Ну как явно. Вот как и А я на тот берег стал, вот ниже этой песчаной курье, там тоже, где вот этот бакен. Встал, удочку достал, закинул, 2 чирка шлеп. Я пока за ружьем пошел, они взлетели. Пошел, говорю, пока доставать. Все, они купаднику тасканка. Я не так делаю, купаднику ты потом. У меня медная, даже не медная, а желтая какая-то вертушка. Ты у нас со стороны песка. Песок сейчас есть. Некуда, он пол, блядь, пускай стоит. По всей Ульянке лодки приехали с неводами, блядь, похуй, инспекция, блядь. Там вертушка, резина. Вертушка. Я на удочке, у меня розовая резинка есть. Пиздрик. Да, тоже шедовали сегодня. О. Желтую попробуй поставить вертушку. А ты на резину, да, Серега? Резина дуже брака, да. За резину, наверное, дергают. Вот там в траве, вот куда сейчас ваша лодка едет, Пелесас, вообще кипела вода. Это Не, окуня. откуда знаешь? А потому что. Там в глубине окунь покрупнее, вашу это крупную блесну может будет брать. Я говорю, вот на песок туда встаньте, или если чтобы это якорь-то лежал. Ох, что-то покрупнее, что ли. А, или забагрил. На ней хороший. Все. Мям ведра уже чуть чаленный. Кажется, дождик собирается, нет? Интересно. На закате лета половить. Да, вообще красота. Я уже, наверное,
с июля месяца точно не ловил окуня, блин. Ну да, для конца сентября-то такой клев интересно на спиннинг, блин. Обычно уже не ловится. О. Самое позднее, помню, в середине октября. Вот, опа, ни хрена себе удар. Когда Паша приезжал, мы ловили в середине октября. Но в основном уже на удочку ловился, на спиннинг уже так себе. Мою. Там это 40-овочные щеку сейчас надо. Энцкадан. Я говорю, Серега, вот туда бы отъехали к песку, там тоже ведь ловится в глубине. Песок ну раз подвлаз. Напротив меня туда вот песок, станьте. Гуричджик сені йокушиз. Гуричджик. Вон туда вам надо, Серег, на глубину. Люа божас, ултай. Люа божас. И тача яма ошиблалай. Вот, прямо на середине, там окунь крупнее, вот на середине ямки. О, мям ведра уже узнали чаланы. Время сколько, Серег? 6 есть, нет? 6 нету? Тогда здесь я меньше часа. Вон, а ведро уже почти полное. Если всех с лодки собрать, что уже выпрыгнули, точно ведро будет. Минут за 40, получается, ведро поймал. И хотели... А? 6-го? Да. Блин, не засек, во сколько я приехал. Я точно знаю, что половину 4-го я пошел, встал на берегу и пошел в лес. Час где-то там, 4:30. Где-то сюда я приехал без 10 примерно, наверное, или ровно. Ведро за полчаса, грубо говоря. Если чистого лова, опа, вон. Продолжает также долбить, долбить и долбить. Янскадан. 23 сентября. Клев как летом. Да летом так не ловилось в этом году. В этом году я так летом даже не ловил еще. Метадишь здесь, тачамбура, Там половишь, тут половишь, поищешь потом еще, а они шибытом почти что это. Почти каждый заброс. Промахнулся, нет, промахнулся.
Начало темнеть, видать, хуже видеть начали, что ли, уже 2 пустые заброса было. Третий пустой. О, омдящий. Начали, видать, но промахиваться начали. Был удар, был. Вот здесь бы сейчас желтая резинка была ядовитая, она бы работала. А я сегодня даже ящика не взял с снастями. Так, ну теперь точно ведро уже, наверное, полное. Вон, очень много уже выпрыгнуло сюда. Так что потом соберем, как будем собираться. Меньше часа. Ведро окуней. Красота. Не надо никакой сетки тебе, невод. Сетки пока окуня отцепляешь, замучается. Все пальцы дырявые будут, а тут просто получаешь удовольствие. И без повреждений. Вот она, вот она. Так думаю, что таки отцепить с крючка быстрее, чем выпутать окуня с сетки. Как-то вот так. Так, видимость, я думаю, уже невысокого качества. На улице начало темнеть. Время, сейчас посмотрим, сколько время. Так. Время у нас 17:41. 17:40 без 26. Приехали мы сюда где-то, наверное, около 5, я так думаю, примерно. И вот, грубо говоря, за полчаса вот поймали ведро окуня. Очень много еще вот повыпрыгивали. Потом все это соберется. Вечером, как приедем в избу, подведем итоги. И потом начнется самое приятное, это долгая чистка рыбы. Ну, как говорится, своя ноша не тянет. Все. Встречаемся при чистке рыбы и при приготовлении ухи. А уха сегодня будет знатная. Здравствуй, избушечка. Избушка, избушечка. Кто тут? Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Валежина чуть далековато, конечно. Уже. Это тот вариант, где грузики лежат, да? Нет, Нет? Дальше там. Хищмуманы, да. Не, на растопку-то пойдет. Все хорошо. Тут вон эта сырая, вон валежина. Колун, да. Новый? Колун. Да. Я же делал, привозил. Ну вот, прибыли. Что, уху-то варить будем, нет? А? Уху варить будем, нет? Без разницы. Самое приятное в рыбалке, в кавычках, конечно, это чистка рыбы. Я просто тащусь, блин.
Тем более я чищу почему-то очень-очень медленно. Вот чищу чисто, качественно, но очень медленно. У меня вот на ведро рыбы уходит практически целый час. На уху-то я уже почистил. Вот я думаю теперь сварить уху. Нет, еще живой, сварить уху. Как раз пока эти окушата окочурятся, а потом уже дочистить и подсолить. Окунь уже с икрой, с молокой. Хотя, мне кажется, он круглый год с икрой и с молокой. Одно хорошо чистить на берегу, это то, что воды много. Всегда чищу рыбу на берегу, а не как некоторые возле избы. Так, ну все, на уху мы почистили. Остальное потом. Ну, костер уже готов. Мы на вычанет. По вот этой штуке ударить. А какому? Вот так вот. Прям по этой фигне. Почему? Немножко выгнуться. Это надо сделать чем? Молоком. Там это через термосос ковля. А я... Конечно, хватит. Харю за еще принес. А это на малосолку, наверное? Ну, Те, конечно, он соленая. сече гудральный тогда сече. Так, сейчас еще. Еще уховарка колес. Вайны, да и все. О, Что, на этом будем, да? Серега, картуш не позже надо, саморезать. на столике будем готовить, да? Да похуй, можно и на столике, конечно. На Сейчас. столике удобнее. Ну, сейчас, Вай. Ровно выставить, да, чтобы это... Васака-то даже уховарка нас. Да. Это ведь и есть только вода, да, сами у нас? Миваишь это? А, Это я привез, и Саня. понял. Прям... Надо что-то печатать. Так, ну что, пуляем. В общем, тут принцип такой. Вон, Саня правильно сказал. Вот это для рыбы. Вот это для рыбы. Сейчас. С дырками на дне тоже. С отверстиями. Как дуршлаг. Можно макароны промывать, да? Ну Да, на все случаи жизни. Вот это уха. И ухи, говоришь, 6 литров много будет, да? Ну да, чуть-чуть слить. Ну-ка давай рыбу сюда сейчас это пульни. Этого кого? Окуня, харю, Харюска малосолку, наверное. На малосолку туда. Сейчас, подождите. Там внутри икра еще. Бузгин киштин дай мышка мавад. Че, говоришь, воду слить немного? наверное, много... Воду, да? Нет, наверное, рыбы много. Да нормально, нормально. Рыбы много не бывает. На 6-литровую рыбу там сколько? Килограмма 4, наверное, да, если 5-литровый? Это воду 3. слить? Это мелко. Ты чуть-чуть, да, немного? 5 литров, наверное, много будет. Бока кашка, нет? У нас же это чистая вода. А, Ведро? Да, да. Там рыбы же не было еще. Нет. Не выливайте, хоть в умывальник налейте. Вон, половина. Литра 4, наверное. А куда не- глубь кидать? А все сюда? Да? Да, чисто там уха Хлебом? остается. А, там чисто водичка будет хлебальная. Сейчас сюда соль, И все. лук. А уха будет внутри. А давай закину сразу. Да. Пускай закипает, а лук уже это потом закинем. Потеряли, ёшкин кот. Пошел. Все. Видишь, даже там рыба нарисована. О, здоровая. Хариус, видишь, на муху, потому что на мушку, видишь он? Может, это... Таймень, наверное, с таким ртом. Больше на тайменя похож. О, так лучше видно. Не, нормально. Чайник все равно. Надо соль туда закинуть и Соль и лук, да? лук, да. У нас пол лука-то вроде бы где-то было, да, Сань? Да, где там Красный лук там был. красный, ну. Это, короче,
обзор этой уховарки в июне еще делал. Распаковал, все, вот это все. Это как с Григорьевичем все. Уху сварили, попробовали, вкусно, все. Шампунь, следующая рыбалка опять поехали. Ноутбук наворачивается, весь снятый материал в ноутбуке, блин. Ну да, сейчас. Летом-то вообще классно. Самый главный уха нормальный. И плюс тут можно всю мелочь вот этих ершей, вот этих мальков, что угодно, блин, кинул. Потом вот это все, как говорится, Ну, пакет положил собаке, а уху чисто выпил. Не плавает. Не надо плеваться, то, что подавишься, вот это хорошо, самый главный плюс. Ну, тема прикольная. Ну. И дно широкое. Если что, быстрее закипает, быстрее. Махом, наверное. Да? Лук. Лук у меня в ведре. Половинка. Так, когда позвонило 34, 12 минут. 12 минут и закипело уже, считай. 12 минут. Ну-ка. Мыся творит че? Должна быть горячая, да? Нет, холодная, да? Это крышка дико. Еще холодная. Да. Прикольно. Все, пошел процесс. Но она вроде бы еще не... Короче, посолили, лук кинули, лаврушку потом чуть-чуть, да? Или сразу лаврушку? Не-не-не. Лаврушку надо вот Пошел. Ну или чайник даже не закипел. Пар идет? Трехлитровый. Пар идет, а чайник из бокинга к нему надо. Ну и что? Он 3-литровый. А это 6. У Ивана Григорьевича вот такая же, типа уховарки, только у него как цилиндр. Тоже мы уху у него варили. Но он узковатый и плохо мыть. Ну, киидыч кантыра, да. Высокий, узкий. А тут-то нормально. 23 сентября, да? Плюс 20 на улице. Ужас. Ужаснее не бывает. Я помню, лет 20 назад, какой 20? В 94 году бабушка умерла. 5 октября она умерла. Мы где-то неделю уже стреляли черных уток. Это где-то она, получается, в конце сентября уже ходом пошла. Было холодно, в тулупах, в валенках ходили. Раньше... Сейчас смотрел ли фотографии, сидели у Иры на день рождения. 20 сентября у нее день рождения. Сидели что-то мы в бане. И что-то вспомнили про ее свадьбу. У нее свадьба была 23 сентября или что? Уже снег лежал, короче. Капитально замерзло бы все. А замерзло? Это был 1967 год, что ли? Ну если те года. Да-да-да. Не батя рассказывал, что 15 сентября выпал снег и больше не растаял. Я и говорю, что вот... Сначала, говорит, чтобы картошку пахать, в совхозе вся картошка, в земле осталась. Сначала, говорит, пускали, говорит, гусеничные трактора, таляланы, мерзлую землю раскатывали сначала гусеничными, потом только пускали копалку. Вся картошка, говорит, замерзла, скотине, говорит, скормили мерзлую, как получилось. И снег, говорит, больше не растаял. Все ждали, говорит, первый снег это гость, 15 сентября. Вот как бы народ до сих пор это помнит и как бы старается выкапывать картошку до 15-го. Ну да. Раньше же почему и говорили, что покров день, я говорю, батя покойный, говорю. А покровы скоро? 10 октября. Ага. Я всегда помню, вот батя, помню, мне говорил, говорит, после покрова дня я, говорит, всегда уже по льду переходил на ту сторону в избушку, говорит, на куницу капканы ставить ходил. Ага. А сейчас какого? 10 октября. 10 октября еще только весна, наверное, как будто бы начинается. Зря мы все-таки воды, наверное, добавили, да? Надо было на 4 литрах и варить. Вот, пошло вот выкипать и начало выкипать. И единственное, не предусмотрели, да, чтобы не выкипало, ничего не мыть. Ну, чтоб... А что, вот так вот сделай и не будет выкипать? Не, ну, вода испаряется будет так. Запашок пошел уже, вкусняшка. Ну что, отсюда выйти. Ага. Все не выкипит. Зря ты подбавил жару. Ну, как бы, да. Кипело себе. Но зато лишняя вода выйдет. Совжирись. Что-то сейчас утоку не чистили, нифига не жирный. Почему-то.
Кого? Окуня, окунь. А, Удивительно, почему-то вообще не жирный. Обычно осенью такие прям... может в темноте чистить. все, тащи. Одной и той же кружкой наливать. Тащи. Освещение только такое, да? Вторая такая лампочка. Ну, вторая, на улице вторая лампочка. Сейчас на весь так. Че, вот рыбу? Давай туда, да. Нет, надо было миску, наверное, нет? Нет, вот эту вот прям сюда кинуть. Она не влезет по ширине. Ну, конечно. Не знаю. О, мы ловушку-то кидали? Нет. Ну а сейчас уже... А в уху кинем? в уху можно, да. Да. Блин. Между прочим, лаврушка, она в последнюю очередь спускается. Не надо, чтобы она варилась. Вот так, вот сейчас в уху кинем. Пусть течет. И это туда должно быть, наверное, вниз, нет? Паром жжет. Кидай, кидай эту ловушку туда. Да. А что ты туда опять суешь? Нет, стекает. Кидай. Кастрюлю. А Кастрюлю миски кидай. нету миски? Она не влезет сюда. Ну Видишь? попробуй, попробуй. Влезла. Ну, что ты? Все влезло. И в итоге у нас получилось что? Пол кастрюли. Это если 6-литровая кастрюля. 3 литра. 3 литра. 3 литра. 3 больше, Даже наверное. больше. Низ больше. 4 литра. 4 литра ухи. Чем вот давай кружкой вот этой будем Черпать. черпать, да? Ну дай. Надо это Освещение. половник или как его привезти сюда. Ну да. А, надо. Так. Я чистый габу. Чистый. Ну, по крайней мере, я мыл, когда последний раз был. У тебя чашка где? Вот. А еще третья. Вот, у тебя будет. Просто, с ней я просто думал набирать. Ну, с ней набирай, и с нее и будешь пить. Как бы И больше- чистая уха, да? Ну да. Туда бы еще этот зеленый лук бы плавал, бы, да, в водичке. Укропчик. Зеленый, да. Укропчика нету. На рыбалке да без ухи. Жирность-то есть, он говоришь. Есть, конечно. Плавает желтая фигня. Короче, получается ничего лишнего, да? Нормально? Лук, Чуть-чуть соль можно. рыба, соль, лук и 3 лаврушки. И то лаврушка еще не успела, она на следующую партию даст вот это. О, хорошо. Так, Мне маловато соли. кидай сюда рыбу. Что, на печку пока или Да, пусть пусть горячий да будет. Вот. Так, хлеб, а хлеба черного нету? Нет. Черного вы даже У меня есть. Тебе соль добавить, нет? Нет. Что, свет здесь будет гореть на улице? А пусть горит, да? Такс. Но если надо для видео, чтобы здесь светлее было, можешь сюда занести вторую лампочку. Вон она здесь. Ну я понял, будет светлее просто, если ты несешь. Да. Сейчас вон полка есть, не надо 2 лампочки-то повеселее будет. мастырить там. Тоси-боси. О, хорошо. Я хотел было систему освещения тащить, но сегодня что-то думаю, ладно, на одну ночь заморачиваться. Да. Туда, наверное. А туда... Держи. А что мы делали туда? Так вон полка для чего? Ну, А внутри машкары-то сколько? Где? В лампочке? Ага. а как она туда зашла? Вон, внутри. Машкары, видишь, сколько лампочки? Сейчас А она, тут вот смотри, сколько. сейчас она поджарится. Нифига, Они ж холодные. А как оно тут? Вон, она же как бы как стерилизованная. Сегодня, господа, машкары было... Это, я не знаю, как назвать это. Да. Это даже не ужас. А я эту машкару уже месяц вижу. Ты, может, сегодня первый, давно не Да. ходил уже на природу? Да нет, на природу-то настолько не было. Я каждый день на Конечно. природе работаю. Ну, это может быть Мы с Ванькой, на ветру. когда мы приезжали? Я сегодня там, нять курье, так повернусь, легкий ветерок, дышать можно. В обратную сторону поворачиваю, все, уже залепляет уже. Вчера там ураганный ветер был, машкары точно не было. Это 100%. А что, так и будем, да, в сухую в эту уху? Не знаю, как А знаешь, чтобы уха-то была на 100% уха, в уху еще немножко. надо и А. тогда уголек. Блин, вот сколько
Не по рецепту ухо сегодня у нас. Ну да, чуть-чуть. Ну, нормально. Так, Обалденно. это сюда. Зато можно пить уху теперь, не плюясь. Но с ужином. Блин, да как-то дико. Ну достань. Вы что думаете, друзья? Это нормально? Ну, в принципе, нормально. Ну, чисто символически можно, наверное. Буквально вот такой Ну, в маленький. рюкзаке у меня здесь. А Через где вас же рюкзак? не буду А где выходить. рюкзак? Возле холодильника. Я уже после чумура, как закончил картошку, Проверь. отметили чумур и все. Думал, в полной завязке до Нового года. Сзади, да, получается, Серег? В большом кармане, но. Сейчас тут собрались в избе, ну, Рюкзак-то сам где? как я так думаю, Серег. немножко все-таки. А возле холодильника там висит. А, висит? На стене. Так, где... Не Юрка Кулагин сегодня еще, говорю. Что, говорит, там? Я говорю, говорю, в избу поедем. Я говорю, сегодня рабочий день, говорю, вечерком. Если, говорю, на уху поймаем ушицы, сварим, посидим, поговорим. В большом, да. Правда, говорю, на сухую, говорю, никто не пьет. Юрка такой, мне WhatsApp сообщение читаю. Не поверю, что в такой компании, сухой в избе и в сухую, говорит, не поверю. Так что, Юрка, ты был прав. Капулечка не помешает. О, полковника принес. Ну, будущий полковник. Ну, генерал. Вчера Никитоса видел. Никитоса. Так что, Никита, если будешь смотреть ролик, привет огромный. Защитник нашей Родины приехал в отпуск. Ну, Поедет. Сегодня, наверное, Покча, говорит, день рождения, говорит, поеду у деда встречать. Так. может быть. Вон стопки там. Потрещали возле как раз магнита. Я в Альбери сходил, взял вот этот съемник. Он приехал как раз. Ну, что, нормального качества съемник, да? Не знаю, там его собрать надо, он разобран. Кой мадранение получится водительное. Так, что, кодики читал? Вон стоп. Не, я себе... Ты там, красненький? Да. На это даже что-то. Ну да, рыбацкий. Ну что теперь? Как будто никогда не пили, да? Привыкли к рыбацкому, блин. Что, Сереж, маленькая? Да не знаю, у вас компания есть, можно и я могу и не пить. Ну что, маленькую, полстопочки. Ну только вообще капельку. Я тоже половинку. Резко нельзя начинать. Это народ неправильно поймет, скажет. Мужики, наверное, что-то не то, не того. Как это, какое-то видео, помнишь? Ой, на лесной речке-то не пили когда. Комментарии читаю, они, говорит, наверное, наркоманы. А, Да, ну... помнишь, это не пьют. Чего у людей в На голове? оружие, блин? когда, помнишь, мы... Раз они не пьют, значит они наркоманы. Понял? ну. Такой Я комментарий. не алкаш и не пьяница, я. Да. Нет, мы не кодированы, ничего не думайте там. Так что все нормально. Ну, А что, мне сейчас скоро сказано придется. было, что ну, на оружие... На оружие, да, медкомиссия Анализы, там, да. сколько, месяц не пить надо, так куда Ко деваться. мне приходили сейчас. Да? А 24-го у меня заканчивается. И где-то в конце 23-го уже тоже сухой закон надо будет. До Нового года. Пройти медкомиссию потом. Она же полгода действительно, да? Кто? Медкомиссия. В смысле полгода? Не знаю. 3 года, наверное, действительно. Не, полгода. Или год. Не знаю, Да. она действительно. А, ты имеешь На в виду оружие? на автомобильные права год, по-моему, действительно. Медкомиссия. Медкомиссия, да. Ну, вот мне... А у меня не подходит. У меня в одно время автомобильные. М. 10 лет сейчас, вот тоже 24-м будет, 20 лет уже прав. И такие. И не катит. Все равно плачу за одну комиссию, плачу за другую. А хоть как будешь платить? Да. Это Ну, раньше катило, сейчас не катит. Раньше Ну, можно было... Нет, это заплатить-то это одно, просто 10 раз к одним и тем же врачам заходить тоже проблема. Не, ну За- ты заплати, Ладно. ты что, полгода За... здесь А что, друзьям-то не налили? Ну-ка, не упадай, Саша. на этот, как его, на оружие ведь можно и чуть раньше сдать, если у тебя автомобильные раньше. Да там в декабре все вместе, да и все. Я и говорю. Все равно мне Какая- колени лечить, в санаторий ехать там. Не, я говорю, нет, просто какая разница-то? На оружие ведь
Как этот. Первый лед. Первый лед. Схожу. А когда первый лед еще будет? Может, в этом году в декабре будет первый лед, а кто его знает. Так, друзья, это вам? Видно, да? Давайте. Как нам сказали, что когда мы с Серегой еще только первые начали. Ну, можно сказать, хоть каждый год, говорит, медкомиссию сдавайте. сегодня-завтра все-таки на днях, наверное, будет закрытие летнего сезона, удочки сезона. Сегодня еще на спиннинг-то неплохо порыбачили. Да? Удочка в клеточку будет, но вот так вот, чтобы на блесну, и вот такой клев, наверное, уже... Ну, слушай, мы сегодня сплавились километра 3, наверное. Ну, может, не 3, чуть меньше, но кидали, я 2 окуня только поймал. А вот потом, Я одного. А потом место нашли, вот, и в одном месте он сейчас кучкуется, видимо. Ну, он кипела вода в одном месте. Собрался косачок, видать, и брал до последнего, пока видно было. Мне кажется, если блестящий воблер был, и он и всю ночь бы, наверное, брал. Так что, с завершением летней рыбалки на спиннинг. В этом году мало рыбачили окуня. Что там? Ну, раз 7-8, может быть, не больше. 2-3 рыбалки, 3, наверное, рыбалки июньские не увидели. Все надеялся, что ноутбук сделают, что информация там будет. Увы и ах. Бесследно все пропало. Юлия, Андрюха, привет. Привет, привет. Сто лет не пил. 500 лет. Чайник закипел, Вот. да? Он, да. Сухой. Я же убрал его. Еды-то из дома наберем. Сухой. Сначала надо съесть, тоже привезли, потом уху. И, как правило, до ухи дело не доходит. Ну да. А так идюха классная штука. Не, хотя такую вот, ну, можно всегда делать. Ну, то есть, без всякого добавления картошки, там, это чисто попить. Кстати, на эту уховарку мне дали 15% скидки. 15% скидки дали, и по моему промокоду, если указать любому, тебе, вам тоже, всем будет 15% скидки. А так стоимость какая, говоришь? 3 с чем-то. 15% скидки, 10 это 300 рублей, 15 это... 500 рублей, 450 рублей, наверное. Я эти покупал. А, да, по твоему 500 рублей. промокоду. Гамаши? Сколько дали? 5%? Я не умею высчитывать. Там Было- 5% скидки на Короче, весь товар. А на лодки и вездеходы 5-5-5 там, я помню. Ой, патроны не вспоминать лучше. Я вот сейчас, у меня, думаю, 5 лет будет. Один стол-то я на Ромку перевел. В сейфе место освободилось. Ты гречку-то что, не далеко от тебя подвинуть? Сейчас, нормально все. Это читал, нет комментарии? Ну ты, говорит, жадина, все один жрешь. Иван Григорьевич, говорит, не дотянется, к себе, говорит, придвинул. ну это когда вы на летней рыбалке. А тот, говорит, который как уголек Серега, облизывался, смотрел, тут-то мы сидели весной. Так и голодный, говорит, наверное, спать ушел. Я говорю, да того, ну, тупой народ, я говорю, кто пишет такие Самое комментарии. главное, внимательный. Да, смотрели внимательно. И главное, один написал, да, такую какашку, чтобы, думает, насолить. И куча его поддерживает. Да-да-да, он не в первый раз, он и тогда к себе подтянул. И в прошлый раз, и позапрошлый. Он только один и кушает, остальные... Я так думаю, ну да. Я пока тут балаболю, редко когда что остается. Как какой-то год, тут помнишь, ты там что-то пока трещал, у нас уже тут Пусто. пустые сковородки. Налима когда жарили, наверное, Да, тогда. да. С картошкой. Так, ну что, Так что, друзья, если сковородка стоит ближе ко мне, это не значит, что я ее один и съем. ай. Как вот ее взять сейчас? Что, ушицы еще добавить, да? Кому-то дать рыбку? Не, я, если честно, я окуня чистить не люблю. Вот из-за этого вот мне нравится вот это сито. То, что А там чистая есть уха. хариус. Хариуса же нет, но малосолку уже пустили. А, Ну, хариус. там точно, малосольный есть уже, он просолился. Мы утром его ловили. А, как говорится, тут вот чистая уха, без всяких примесей, ни косточек, ничего. Вот это. Уху люблю, а вот рыбу, мне кажется, знаешь, что тут можно? Замутить как-то зимой, когда будем налима ловить. Во,
что самое классное сейчас здесь? Мелочевку так отварить, скажем, да? Это вытащить, ну, скажем, ершей, да? Ершей наловил, сварил, вытащил, собаке вылил, и потом туда налима. Или хариуса, в эту уху уже. Представляешь, какая вкусняшка будет, наверное, да? Собака. Ну, в смысле, вот эту рыбу, скажем. Не, я понял, Как какой отряд. собака. А, вообще... Любой, да. А потом туда налима. На лиме-то нету мелких костей. А в голове тем более нету. Налива. Крышка, главное, холодная, ручка горячая. Ручка, конечно, она Сбоку была. металлическая, толстая. А тут, видать, пустая или из какого-то материала. У меня фонарик еще горит. Сюда бы еще, знаешь, что надо было придумать? Как на доильном аппарате ручку снизу. А, это... Да, вот такую сбоку. Чтобы удобнее держаться надо будет. А лучше, Так что производитель... а лучше насос, который накачиваешь, и как это, да? Ты добавить? А лучше этот, как его есть, на аккумуляторе такой насос спускаешь туда, включил аккумулятор, перегнал в кружку. Что добавить? Тебе? Нет. Благодарю. Я, наверное, добавлю себе. Естественно. Вкусняшка. Так. Так вот. Она и опа, уха и холодная нормально пойдет тоже. Уха вообще-то холодная и как бы пьет. Так. Нет, я вообще говорю. Ложка. А что думаешь, я не кушаю? У меня ложки, потому что нету. Ну, Где тут это дежурный? Можешь такую взять, Да? догонять. Тамина понять? нет. Ты надо. Ну, на сегодня твоя. А так моя. Это я до сих пор, это я когда с детьми ездил, то ложки целую кучу с дома набрал, до сих пор не выложил. Валентина сегодня мне еду бутиками положила. Говорит, наверное, не учла то, что в избе кушать буду. А Серега такой есть, он один и кушается. Фанта, может, надо было тоже вместе подогреть, нет? А потом подогреем. Там же костер горит. Ну. Махом. Так, один единственный привет передам сейчас я. Правда, с этими узерами не понимаю от кого. Ну, если я... С чем это? Что ты говоришь? Ну, там, допустим, аккаунт Коми Рыбак. Сейчас же ничего не пишется, там просто узер такой, номер такой-то. Да, я и думаю, не понимаю, не что за знаешь. фигня. А некоторых нажимаешь, некоторых уходит. Вот туда нажимаешь на кнопочку, выходит, но не все, не всегда. Вот. Узер МТ3У, ну, иероглифы, короче, куча. Я не знаю, от кого это пришло. Ну, в общем, Геннадий Геннадьевич, поздравьте, пожалуйста, и от нас с женой поздравления из Йошкар-Олы. В общем, кого-то с женой, которые проживают в Йошкар-Оле, я поздравляю. С чем? С днем рождения, наверное. Кого это? 31 августа, я помнишь, поздравлял, на лодке ехал. И с днем рождения, да. Так что с днем рождения вас, не знаю кто, с женой из Йошкар-Олы. В общем, если на будущее вот кто-то что-то пишет, но вот не видно у меня, от кого пришло сообщение в комментариях, пожалуйста, дополните в конце комментария, от кого именно и где проживаете, чтобы было видно и ясно. А еще лучше зайдите в настройки и вот поменяйте этот псевдоним узер вот этот, просто английскими или русскими напишите свое название канала или свой ник. Я уже буду знать, от кого конкретно идет комментарий, потому что YouTube уже год или полтора вот занимается вот такой херней и очень сложно определить, от кого идут комментарии. Как-то вот так. Вот. Джарита, вы откинь, да?
Да. Да? Блин, чё-то. Сейчас сколько светает? Часа 4, да? Нет. Не, 4 темно еще. А сейчас у нас часиков 9, да? Нет еще. ну, Пол-9. что-то около этого уже, да. Так что, чем ближе к зиме, тем больше времени на отдых. Это летом было некогда отдохнуть. Только вроде сел, поужинал, только лег, уже надо вставать. Сейчас насчет этого хорошо. В декабре вообще, да. В декабре, да, можно спать целый день. В 9 утра еще темно, а в 2 часа, в 3 часу дня уже темно. А что, сейчас глазом не успеешь моргнуть, так и будет? Ну да. Как в октябре уже. На работу идешь темно, с работы идешь темно. Когда у вас отпуск? У меня с 9-го. Там выходные вроде 7 и 8 выпадают. Ну да. Октября. Да. И с 9-го у меня с понедельника. Месяц, да? Там по погоде надо смотреть. Но у меня-то да. На 2 недели. А у меня, если сейчас все нормально получится, за эту неделю с картошкой, опять же, вроде уже в яму отпустил и все. Ну и там несколько мешков, 10 еще осталось. Так, там, наверное, чай-то у меня. Что, уже все накушались, напились, сегодня даже второй Да. не было. Кабачок дайте, чтобы не испортился. Так что сегодня действительно, как говорится, выпили чисто символически. Бывает и так. Но отметились. Да. Вот. Так что оставим это на следующую рыбалку. Когда она только будет, следующая рыбалка. Вода когда-нибудь, надеюсь, прибудет. Живцы есть. И все-таки, я так думаю, продольники хоть на Лима-то увидим, нет, в этом году? Должны. Где-то же он сидит. Позапрошлый год хорошо, да? Вы считаете, за сезон где-то около 25... Ну мы потому что занимались конкретно. Я помню. И хорошие чушки были. 7 самый большой был. 6... Чем-то 6700, что ли? Такое. Ну, да, самый большой 6700, ну около 7 там. Так что, скорее всего, следующая рыбалка будет. Рыбалка на продольнике по налиму. Если вода. Я не знаю, мне кажется, по мелкой воде он не будет ловиться. Не знаю. Может он от температуры воды его активность может зависеть. Ну, это вода Активность чуть-чуть будет, прибыла. просто его сейчас нету. Вода прибывает, он снизу, с ям поднимается. Если ему у него желание будет, он пройдет везде. Посмотрим. Время покажет. Оно, как говорится, будем ловить. А, если ловить не будем, то точно не поймаем. Ну да. Ну, Если продальники закинем, может что-нибудь. Так что это скоро мы увидим, через пару недель. На сегодня пока все. Закругляемся, доедаем, пьем чайковского и в люлю. А завтрашний день, ну, завтра будет завтра, мы посмотрим. По погоде, по обстоятельствам, что и как. Будет видно, чем займемся. Планы и ягоды, и грибы, и если так ловится и порыбачить охота, если там, может так же завтра будет. В общем, завтра будет завтра. Так что до завтра. Всем пока. Всем пока. Так, надо Бурбой. кофе попить-то.